В дни летних каникул студенты московских вузов отправляются на Кавказ, чтобы вместе со сверстниками из местных регионов принять участие в так называемых «субботниках на выезде» по сохранению и восстановлению кавказских памятников истории и культуры. Именно с такой целью в Абхазии находится группа из 10 человек, участников проекта «Маяки дружбы. Россия сближает». К ним также присоединились волонтеры из центра АПЭПШ. В течение 3 дней ребята убирают и облагораживают территории историко-культурных объектов Абхазии, в частности, на Сухумской крепости. Здесь проводятся некие восстановительные работы, а именно, то есть уборка территории от бытового мусора, расчистка проходов в крепость, то есть вычищаем траву, очищаем стены, убираем там неровно лежащие камни, препятствующие входу в данную крепость. То есть некий неквалифицированный труд. Просто важно понимать, что ребята наши все волонтеры, то есть они, в принципе, перед поездкой на данный проект прошли некое обучение, где были проинформированы, что мы можем делать, что мы можем трогать, чего нам делать нельзя, так как это объект культурного наследия и имеет определенную защиту со стороны государства. Первую половину дня волонтерская группа занимается облагораживанием территории. Для участников проекта предусмотрена и культурно-просветительская программа, в рамках которой организованы экскурсии по достопримечательностям республики. Из объектов, которые мы успели увидеть, это и которые хотелось бы отметить, мне очень понравилось, озеро Рица. Это просто восхитительное место, такая природа, такие горы, но редко где на Кавказе можно увидеть не просто каменистые горы, а горы, на которых растут зеленые деревья. И это озеро, находящееся там, очень необычно смотрится оттуда. Также очень поразила меня пещера Новоафонская. Укрепляем межнациональные, межрегиональные отношения с помощью внесения практического вклада в достояние, допустим, Абхазии. Мы очищаем, реставрируем каким-то образом. То есть то же самое мы были на Сухумской, 3 дня мы работаем на Сухумской крепости. То есть мы ее полностью облагораживаем. И тем самым мы привлекаем местных жителей, потому что очень многие спрашивают, кто мы, откуда, чем мы занимаемся. Очень многие интересуются. Ну и, соответственно, местных властей мы тоже призываем, чтобы не забрасывали то, что мы добились. По словам участников проекта, такой подход удивительным образом отражает большое желание россиян разных национальностей лучше узнавать друг друга, а также страну и ее народы через совместный общественно полезный труд и активный познавательный отдых. Не было ни у кого мысли, что мы пожалели, что мы сюда приехали. Мы настолько получаем знания, это огромное количество. Мы вносим свою частичку. Хочется ребят из Абхазии привезти к нам в Поволжье и показать, как живем мы, показать нашу природу, чтобы также и у них сложились впечатления, как и у нас, чтобы им тоже можно было что-то рассказать. В планах группы посетить село Цабал и очистить территорию Цибельдинской крепости. Участники молодежного проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает» — это молодые люди из 20 регионов России и ближнего зарубежья. Всего 120 волонтеров, студентов московских вузов, а также представителей молодежи республик-участниц. Проект осуществляется при поддержке президента Российской Федерации. Сейджер Салия, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.